аэропорт Якутск. В честь легендарного летчика, участника перегоночной трассы Алсим, одного из первых летчиков якутов, командира Объединенного авиационного отряда 7 марта текущего года постановлением окружной администрации города Якутска аэровокзальному комплексу был присвоен юридический адрес. Площадь Валерия Кузьмина, 10, аэровокзалу российских авиалиний и площадь Валерия Кузьмина, 2, международному сектору аэровокзала. Увековечено имя Валерия на территории аэропорта. Также присвоено имя Валерия. Вот такая вот очередь стоит. Вон там проверяют досмотр. Просто так сюда не пустят. Вот кофе. Там что-то у нас продают. Ну потом мы туда. Ой, да что за девушки здесь позируют? Стюардессы, руководитель департамента воздушного транспорта Министерства транспорта и воздушного хозяйства Республики Саха-Якутия Борисов Алексей Борисович. Фотосессия. Первый заместитель генерального директора акционерного общества авиакомпания Якутия. Так, вот Илья Васильевич. Аэропорт. Генеральный директор акционерного. Мы уже третий раз, получается, здесь снимаем. И что мы здесь видим? Председатель общественной организации Якутская республиканская территориальная Но это все техника, которая выставлена здесь. Тарасов Евгений Ильич. Если вам интересно, можете посмотреть. Платонов Руслан Михайлович. Историк авиации серии. Все-таки самые главные гости так, это и вот она, дорогие друзья. Самолетная техника, Ну что, выстроена. наш праздник открывает временно исполняющий обязанности ну и мы сейчас по ней пройдемся. Общества «Аэропорт Якутск» Евгений Андреевич Чекмарев. Приветствуем! Приветствуем! Так, а здесь у нас вот что есть. И тут вход. Он у нас тоже Ярослав ходит, снимает. Такая авиакомпания «Полярные авиалинии». Можно посмотреть на самолетики. Вон. Медведь белый. Можно все походить, посмотреть, что как устроено. Смотрите, тут сзади лампочка. Вон. Прикольно. А здесь очередь. Можно постоять и туда залезть непосредственно в салон. Так, пошли дальше. Эрик, может, займешь очередь? Туда залезем, не хочешь? Еще один. Это что у нас? Кукурузник Ан-2. А, Антонов. Антонов 3Т. У него один винт. Вертолетик Антонов. Вот там вот человек сидит. И опять вот толпа народу. Дальше идем. Вертолет. Вертолет, вертолет. Так, ну вот вертолетик у нас. И опять туда люди проходят. Но мы не будем проходить. А тут что, не знаю?
даже вон видно, смотрите, все видно, что хотите. А тут какие штуковины интересные, смотрите, как все устроено. Можно даже с этой стороны поснимать. Тут все фотосессии, смотрите, что творится. Первый раз вертолет увидели люди. Уже так. А тут какой-то, смотрите, запасной есть люк, который не трогай. Так, а где же у нас Маша? Вот такая вот громадина, она в воздухе крутится, представляете, да? И взлетает. Так я не понял, что это за вертолет. Ну ладненько, пойдемте дальше. Да? Можете поближе, если что. Ну и сюда тоже залазят. Вопросы. Где что находится? Что сегодня и когда, во сколько будет? А это что у нас? Мы вам поможем. Ваши ведущие Светлана. Ну, тут что обычно. Так, это у нас... Вот это, по-моему, транспортер, по которому багаж. Ребенок там бегает. Видите, тут баки какие-то у него. Еще написано. Так, пошли дальше. Что интересного? Оп. Прямо пугают. А вот ЗИЛ-131. Добрый день. 1991 год. Города Якутска, работники авиационной отрасли, ветераны авиации. Сегодня уже становится традиционным, Ну вот она, спецтехника. когда вы Что-то такое интересненькое. Все. Если вам, конечно, это все интересно. Осторожно, яд. О, смотрите, какая надпись. И что тут возят на нем? Противобледнительная машина. Удаление льда. А это что? Установка воздушного запуска. герои социалистического труда Кузьмина Валерия Ильича. Действительно, такие люди, которые работали в советское время, внесли огромный вклад. Еще какой-то подъемная платформа. Вот самолет непосредственно. Еще самолетик, автобус. Минский автомобильный завод. Так, и там выступление идет. Сцена. За теплые пожелания, друзья. Давайте сегодня не забывать. Пойдемте посмотрим. В первую очередь, Тут, наверное, конечно же, что-то будет всем разыгрываться. присутствующим на нашей выставке. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами не только вот Народу не пройдемся так уж и по много. аэродрому, не только зайдем в самолет, но еще вас сегодня ждет, внимание, бортовое питание. Да. Ух ты. Перед вами продемонстрируют, как работают служебные собаки. Пограничники выйдут сюда на сцену со своими питомцами. И сегодня вот прямо с облаков, с неба к нам будут спускаться парашютисты-десантники. А где аплодисменты-то? Целое шоу Да. увидим мы с вами, друзья. И сегодня абсолютно бесплатно любой из вас может прыгнуть с парашютом. Хотите, да? Хотим. Я думал, испугается. Наши на все готовы. И главный приз нашей выставки — авиабилеты в два конца. Якутск, Москва, Якутск. Прошлогодний сценарий, оказывается. Не, такого нет. У нас есть замечательные поощрительные призы, особенно для детей. Дети, сегодня обязательно участвуйте в наших конкурсах, хорошо? Ну а сейчас... Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем. И сегодня своим талантом, своим творчеством вас радует Алексей Солдатов. Встречайте! О, хороший певец, давайте послушаем. Песенки послушаем. Добрый день, дорогие друзья. Всем хорошего настроения. Столько дней
Он, не зная правды, просто шел за ней, убивая навсегда свою мечту, но только ту, кого не мог понять, только ту он и не мог забыть. Так может быть. Столько раз он пытался все сказать ей, как сейчас, никого не подпуская, никого тебя. Эй! Не зная боли, не зная слез, он шел за ней неволей ушибов этих гроз, аэропорты и города. Так, ну и дальше идем. Не девушка, не девушка. Топливозаправщик. Не вы, вот дальше. Вот. Да, вот который смеется. Да. какой интересный. Подойдите, пожалуйста. А, это наши, что ли, да? Ну Здесь давайте. топливо. А что? Горючее. А нашим нельзя, что ли? А это что такое? Нашим нельзя, что ли? Да. Вот, очень хорошо. Очень хорошо. Дорогие друзья, уважаемые гости, Установка сегодня воздушного для вас запуска. на аэродроме представлена авиационная техника, Вот еще какой эксплуатируемая интересный. на авиапредприятиях нашей республики. В начале Вот 50-х годов обледенительная машина. Валерий Ильич Кузьмин был Грузовик. назначен командиром авиаэскадрильи, созданной после Консервный войны 14-го транспортного авиаотряда. французский, да, вот Подразделение переводят. обеспечивало потребности республики в авиатранспортных услугах, одновременно шла подготовка Тоже вот летных лифтик. специалистов. Под его руководством была произведена замена огромного парка морально устаревших поршневых самолетов на современные турбовинтовые и турбореактивные ну вот это лайнеры вот мы все знаем, что такое, Ан-24, да? Ан-26, Ан-12, Як-40. Перрон. Расширенная география полетов. Сейчас мы его вам покажем. Шла активная Вот подниму. подготовка производственной Люди базы и персонала заходят для наверх приема туда. самолетов первого класса. Это Ту-154, Ил-76. В течение 12 лет Валерий самолетик Ильич садятся. плодотворно руководил якутским Так, дальше. авиапредприятием. О, это что такое? Тут даже, смотрите, залазят и ходят по этой штуковине. Именем Валерий Кузьмин Какие-то ролики. названный теплоход, приписанный к морскому флоту Тикси. Самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании Якутия. Имя Кузьмина присвоено улице, площади и средней школе номер 30. можно посетить. Учреждены премии и стипендии имени Валерия Транспортно-погрузочная Кузьмина. В конце учебного года штуковина какая-то. самые лучшие выпускники школы номер 24 получают премию а имени тут-то? Кузьмина. В честь Тут у легендарного нас самоходный летчика, погрузчик участника контейнеров. перегоночной О, трассы Алсиб, 5 одного тонн из может первых поднять. летчиков-якутов, Вот эта махина командира 5 тонн объединенного поднимает. авиационного отряда. 7 марта текущего года названа 5 площадь аэропорта, Это у вступая нас на которую каждый из вас тоже начинает подъемничек дорогу такой. к небу, как первоклассный Подъемная летчик, каким платформа. был Валерий Кузьмин. Дорогие друзья, внимание! Слово предоставляется дочери Валерия Кузьмина, Моторный Макеевой подогреватель. Зое Валерьевне, управляющей делами акционерного общества авиакомпания Так. Якутия. Это что за штуковина? Пусковой агрегат. Да, вот видите сколько? Какой парк техники. Селфи даже делают, ну смотрите, видели? Прямо в зеркале. Что там видно в этом зеркале? Точно. Можно посмотреться. Девушки не смотрятся в зеркало. Далее.
Можно полазить вот так вот. Прекрасно. Так, и что это за штуковина? Безводильный тягач. Короче, он кого-то тащит. Вот эти вот зацепки, видать. Ага, вот на них все пытаются залезть и сфотаться. Ага. Так, далее пошли, посмотрим. По-моему, в этом году больше стало техники. Тут тоже какие-то ролики. Это какой-то транспортно-погрузочная платформа. Тут можно посидеть, она оказывается, смотрите как. Версия. Для вас танцевальная композиция И можно вот так вот сидеть. художественный руководитель ансамбля Яблова Вера Андреевна. Встречайте. Детям похлопаем заранее? Похлопаем? Ну да, так, гидравлическое масло. Дизель. Ну, он не просто так, не хухры-мухры какой-то. Это какой-то тоже подъемничек, да? Если смотреть. Пойдем, да? Тебя фотошь? Транспортно-лестничный самоходный. Так. Автопогрузчик вилочный. Вот они вилки, и он что-то грузит. Аэродромный тягач. О, вот, смотрите, вот эта штука. Да, видать, что-то. И он тащит тягач. Франция. Заграничная техника все. Совам. Вот он какой. Так, дальше пойдем. Тоже тягач, по всей видимости. У меня такое ощущение, поскольку у него вот такая штуковина есть. Дизель. Тоже тягач. Угу. Тоже французский. Вот такая штуковина есть. Так, вот какая машинка прикольненькая. А это что такое? Багажный тягач. Аэродромный багажный тягач. Что это за фирма? Так, у него багаж тянет. Это тягач маленький. Угу. Маленький тягач. Так, ну это полицейская, что ли, какая-то. Патриот. Ну это наш УАЗик Патриот, сколько я понимаю. Ой, прямо никогда не ездили. Ну да, точно. УАЗ. Всем известные крылышки. Ну вот, наша аэродромная техника. А теперь мы пойдем на самолетики. Правильно? Правильно. А, так, я еще немножко сниму само здание аэровокзала новое. Так, вот тут вот, короче, я вам показываю, это старое здание. Оно построено в 90-х годах. Это здание новое. Вот уже тут видно, что есть терминалы. 1, 2, 3 терминала. Ну и там, по-моему, диспетчерская дальше находится. Я всех вас поздравляю с участием в этой выставке, с
с юбилеем нашего великого земляка. Празднуйте! Ура! Спасибо большое за теплые поздравления, дорогие друзья. Ну а сейчас мы с большим уважением предоставляем наш микрофон в руки историка авиации Севера и Арктики, почетного гражданина Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется Ивану Ефимовичу Игенбля. Поприветствуем! Авиации Якутии и якутского авиапредприятия. Авиация Якутии развивалась с довоенных времен, и во все годы были свои трудности, свои такие, казалось бы, непреодолимые трудности. И их преодолевали наши авиаторы, патриоты авиации. Я вот пришел в авиацию Якутии в 1961 году инженером в Якутскую АТБ. Тогда еще не было вот этих прекрасных ангаров, и мы обслуживали самолеты на жестоком морозе, как говорится, на свежем воздухе, достигавшей температура 55 и больше градусов минус, естественно. Вот. И это были действительно люди, любящие авиацию. Следующее поколение авиаторов это были те, кто осваивал современные газотурбинные самолеты, вот такие как Ан-24, Ан-12, Як-40, Ан-26 и последующее поколение. Это тоже была огромная работа. Мы должны поклоняться тем, кто в суровые годы, я бы сказал, 90-е годы, когда по много-много месяцев не выплачивалась зарплата, люди, преданные авиации, работали фактически бесплатно, и благодаря им была сохранена авиация Якутии. И вот по прошествии того времени, вот уже в настоящее время в авиации Якутии работают преданные люди, которые восстанавливают былую славу авиации Якутии, и надеюсь, что она будет восстановлена и до тех уровней, которые мы помним в те далекие годы, уже сейчас 70-е годы. Работы и хороших заработков, а летному составу чистого неба. С праздником вас, дорогие товарищи! Спасибо, Иван Ефимович, спасибо за добрые слова. Небо на ладони, нежно нес тебе я, и луну и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире. Небо на ладони, краснеет белым светом. Небо на ладони принесла мне нежность. Разве было мало жить небесным браком? Ну зачем гадала на любовь по картам? Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, очень осторожно, если только трону, все разрушить можно. Всякий, кто не верит глупому разгаду, если сердце встретит, значит так и надо. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса.
небеса. И гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, небо на ладони, небо на ладони, мы все равно, небо на ладони. Мы споем, друзья, гадайте на любовь, если счастливы глаза. И гадайте на любовь, все решают небеса. И гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, небо на ладони. Спасибо, друзья. Так, а вот здесь у нас представлена пожаротушительная техника. Авто. Так, и мы посмотрим, что это такое. О, смотрите, как интересно. Тут у него спереди какая-то штуковина. Урга 10 написано, видали? Видать, вот отсюда. О, а вон там сопла. Отлично. И он там, значит, самое, распыляет спереди. Что штучка такая. Так, ну тут, конечно, надо залезть. А вот тут такая пушка. Тут такая, ну это наши КамАЗы, КамАЗики. Сюда внутри. Вот. Как интересно все это. Лезут. Лена, телефон, говорю, включи. Давай. Ярослав, хочешь сюда залезть? В эту штуку? Смотри, можно сфоткаться. Так, и здесь у нас... А это что такое? Парашюты, что ли? Точно парашют. Это парашютная техника. Ага. О, можно наверх залезть. Так, я что-то Машу потерял. Где она? Порулить, сфоткаться. Да. Да. Уже люди говорят, давай быстрее, потому что очередь большая. Вылазьте, что там сидите долго. Вот таким образом. Так, ну все, короче, посмотрели на пожарную технику. Теперь мы идем к Боингу. Это Боинг, принадлежащий авиакомпании Якутия, даже имя Роман Дмитриев назван самолет. Кто-то мне звонит. Ух ты, сейчас мы ответим. Так, вот с этой стороны. И посмотрите, вот где так фоткают. Фотосессия. Так, и посмотрите, что творится. Вот тут сзади, кстати, ни разу сзади не садился в самолет. Ага, и посмотрите, какая очередь. По-моему, никогда в жизни я длиннее очереди не видел. Ну, если раньше только за колбасой,
когда ее выдавали, ага, когда был дефицит, вот такая вот очередь. А сколько времени тут стоять надо? Ой-ой-ой. Ну а это у нас шасси, очень ответственная техника, можем глянуть. Вот. Там даже залазил, господи, это багажное отделение, что ли? Еще кто-то постоянно звонит. Вот. Шасси. Смотрите, как интересно, как устроено все тут. Оп. Здесь система. Вот как все устроено. Да жуть, просто трубок каких-то целая куча. Интересно, Ярослав, да, тут? Так, ну ладно, пошли мы дальше. Вот, смотрите, акробатика. Так. Ну вот Маша, сейчас она поделится своими ощущениями. Что тебе тут понравилось особенно? Ничего. Маше ничего не понравилось. А смотри, какие самолетики. Вот такое у нее сегодня настроение. Так, пойдемте еще посмотрим. Смотрите, какой прикольный самолетик. Вау. Частный самолет, видали какой? Какой-то типа планера, да? И что, как? Он крутится, нет? О, ё-моё, вот этот винт, и с ним, значит, надо на нем лететь. Тундра какая-то появилась. Вот какой-то новый самолет. Давайте его поснимаем. Даже сайт aviakb.ru. Вот это что такое интересное? Можно даже потрогать, смотреть. Ну, не знаю. Слив отстоя. Ты туда залазят. А? Люди? О, какие пропеллеры интересные. И что это? Самолет-амфибия. А, вот это что такое. Л-42М. А, это авиакуль. Чайка. Самара делают. Вот смотрите, в Самаре делают. Самарское производство. Вот говорят, что нету якобы нашей техники. А вот она представлена. И там что у нас? А далеко нужно посадок делать. Тут вентиляция, видать, да? 5 раз Как интересно. заправился, да? Угу. А тут какой-то кранчик или что это? Что-то крепится здесь. Экшн-камера. Так, а вот это что за самолетик? Такой небольшой. Скивук СП. Смотрите, тут как прикольно можно. Тут что-то лежит. Все. Можно поглядеть. Так, а где здесь эта табличка? Табличка где? Непонятный самолет какой-то. Ага, и вот еще маленький самолетик здесь. Все, люди стоят. Ну тут можно целый день, если вот в этих очередях стоять, можно целый день. Вот какие-то тут пары у него. Светодиодная, да? Винт. Макхейлей. Вот тут даже видно устройство. Представляете, первый раз смотрю вместе с вами. Люди залазят. Ой, какое шасси у него. Управление. Штурвал прямо. И так вот пускают людей туда. Я бы не пускал, честно говоря. Может, что-нибудь оторвут, нажмут не то. Kingdom Air Corps. Или какие-то самолеты
Импортные, я так понимаю. Ага. А сюда из них куда пошел? Ты тоже, Дима, да? Вот он какой самолетик. Красивенький, маленький. Вот такой иметь, чтобы это самое, летать на нем куда-нибудь. Угу, очень хороший вариант. А вот это вот Ан-26. Шасси. Смотрите, вот такие вот колодки, да? Вот колодки, вот они. Чтобы он никуда не ехал, ставятся. С одной и с другой стороны тоже колодки стоят. Вот там. Эти цветочки собирают. Ну что, дорогие друзья, все родители... Размером тебя. Он показывает что-то. Смотрите, очередь. Какая толпа, вернее, людей. А, это собаки. А может, здесь рукой не трогают? Когда обнюхивают пассажира, но не трогают? Собаки. Ну вот это вот. А, он рассказывает, что это. Как происходит поиск? Поиск. Собака тоже может спрятаться, сделать неправильное движение, если там что-то есть. Ан-2. Разговорное название Антошка или кукурузник. Советский легкий боевой самолет. Ан-2 используется как ГТС. Состоится вооружение. Пожалуйста, шаг назад. Такие самолеты летают более 40 лет. И налетный достигает 20 тысяч. А, вот, демонстрируют. Они демонстрируют, как начал выполнять первые свои рейсы при поддержке правительства республики с 2005 по 2007 по команде. Авиакомпании были приобретены 3 пассажирских воздушных судна Ан-3Т. Этот тип воздушного судна хорошо заметен в качестве топлива использует авиакеросин. Тундра ДА-43Г. Вертолеты и легкомоторные самолеты. Самолет Cessna-172. Владелец Соболев Иван Николаевич. Это американский легкий. Производство было остановлено в середине 80-х, но было возобновлено в 1998 году с более мощным двигателем. 28 мая 1987 года именно самолет Cessna-172, пилотируемый немецким гражданином Матиасом Рустом, вылетел из столицы Финляндии Хельсинки. Вашему вниманию представлена выставка специальной аэродромной техники, предназначенная для обслуживания воздушных судов. Топливозаправочная компания «Аэропорт КСМ Сервис» демонстрирует современный топливозаправочный. Вот самолет летит. Сейчас оттуда будут парашютисты выпрыгивать. Вот он летит. Он парашютист один прыгнул. Смотрите. 2 что ли их прыгнуло? А они в поле приземляют. Ага. Он туда пойдет. А на камере ничего не видно. 3 их, да? 3. 3 парашютиста. Или 4 даже. А, не, вон 4-й. И как раз дождик пошел. Ха. Так, они туда приземлятся. Смотрите, их как много выпрыгнуло, оказывается. А у меня папа ничего Целая не видно куча. на камере. А, ну да, не, когда они будут снижаться, тогда уже. Понял. Они куда будут
На поле, наверное, да? И дождик идет. Вот, смотрите, флаг России. Ага. Флаг республики вон. Ух, смотрите, какая красота. Ух ты, и здесь тоже с флагом. Смотрите на эту площадь. Пошли сюда. Пошли. О. Смотрим. Хоп. О! Ну вы видали, да? Какая красотища. Они покружили. Россия. Он приземляется, смотрите. Супер. Так, и здесь еще Россия приземлилась. Якутия. Вот еще один приземлился. Вон он. И теперь Якутия летит. Якутия. Вау! Супер! Красавчики. Так, а это флаг аэропорта Якутск. Ага, вот он приземлился. Вот они, парашютисты наши. Так, еще один заходит. Ага, параплан. О, смотрите, какая у нее экипировочка. Ага. И здесь еще один летит. С флажком. Ага. О, и здесь тоже этот садится. О. Ну и все. Вот все наши парашютисты. И все уходят уже, все уходят. Собрали свои парашютики и пошли. Вот так вот. Ну и все. Вот и как раз дождик пошел. Слепой. Солнышко светит. Парашютисты сели все. И мы, наверное, тут уже все кончилось мероприятие, по всей видимости. Или еще что-то будет. Обычно еще пожарники какие-то своими фокусами выступают. Что, как, Ярослав, тебе понравилось, как они садились? Круто же, да? Да. Где ты еще увидишь так вот вплотную, чтобы они садились. Так, а вот это куда? Такая длинная очередь. Кто-то тут, люди сидят какие-то. Чай, кофе. А, тут можно перекусить. Все понятно. Тут еда. Мороженое, голодные дети. Ага. Булочки всякие, ватрушки. Питание, самолет, да. А, это обычные. Пломбир обычный. Терминал. А вот борт питания, вон они. Мороженое. И воду. А вот борт питания, вот питание. Вот такое вот. А вот она выставка. Это сколько стоит такой? 300. 300, да? Это с этим, да, вместе? Или он один идет? 300, да? А, ну понятно. Пирожок в ассортименте. По 75. Валерия Ильича Кузьмина. А, это, вот вы представляете, пришли рабочий костюм Валерия Ильича Кузьмина. Вот он в нем ходил. Ага. А это Кузьмич Валерий Ильич. Вот у него сколько наград был. И самолеты, на которых Валерий Ильич летал.
Вот у нас Ли-2. Это чешский, по-моему, да, Ли-2? Или наш? Ан-12. Ан-12. Это грузовой, да, Ан-12? И Ил-14. А вот этот Ил-12 четырехмоторный, да, самолетик? Ничего. Ан-12. Ан-12. 57-го года выпуска. Вот такая техника когда-то летала по просторам Якутии. Вот кушают это борт питания. Пожалуйста, если вы не можете лететь самолетом и покушать борт питания в самолете, можете вот сюда прийти и вот здесь поесть. Или если совсем оголодали. Вот все в пакетиках там. Пожалуйста, все у вас. Чай, сахар, все. Как в самолете все. Супер, супер. Но сейчас точно будет тот танец, который вообще не знали и не слышали даже. Рок-н-ролл. Ты посмотри, он... Что, любимый танец, что ли? Да, его любимый танец. Рок-н-ролл, да? Ну, знаешь, да, как танцуется? Да, ну, кто как умеет. Ладно, рок-н-ролл. 3-4, поехали. Света, следи, ладно? Следим внимательно. Это когда руки и ноги в разные стороны. Веселей, веселей! Рок-н-ролл танцуется очень живо. Еще крутим, крутим. А еще вот так делают. Очень нравится, как танцует. Так, все, народ. Так, рок... Вообще жесть. Ну-ка, музыку. Поехали. Да, просто вот так вот. Дергаться надо и все. Еще вот так. Я такой танец точно не знаю. Так, спасибо. Ну что, взрослые, вы в шоке, да? А, ведь это любимые танцы нашей молодежи. Ну-ка, все взрослые. Наверное, папа тоже, да? Папа, да? Не, боится. Так, ну-ка. Жора, говорят. Да ладно, хватит, наверное. Пусть папы пока. Ой, мамы-то какие прямо. Подождите, и для мам тоже все будет. Пока папам. Так, папы идут. Прямо, ну, заглядение, да, когда папа с маленьким ребенком. Сейчас, дорогие друзья, каждый из них будет кричать любимое слово на одном дыхании, правда? Аэропорт! Я буду... Амелина. Сколько лет Амелине? 2. 2 годика. Похлопаем. Игорь, Екатерина, 6 лет. Очень приятно. Аплодисменты. Здравствуйте, Александр и Иван, 5 лет. Очень приятно. И? Алексей? Забыл имя ребенка, да? И Богдан. Сколько лет Богдану? Богдан. 5. Молодец. Богдан, это твой аэроплан. Нормально, да? Так, ну что, начинаем вот с этой семьи, да? Сергей и Амелина. Итак, дорогие друзья. На одном дыхании. На одном дыхании слово аэропорт. Нужно как можно... Без остановки. Я буду засекать секунды по моей команде. Света, держать микрофон будете вы. Итак, 1, 2, 3. 5. Нормально. 10. Что за гул стоит тут? 15. Ничего себе, он разогнался. 20. 24. Как нужно. Типа без приза не приходи домой. Так. Учишь так. Итак, 1, 2, 3. Смотри, как музыкально. 5 секунд. Давай. 10 секунд. Так. 14 секунд. Поддержим аплодисментами. Папа будет ночевать на взлетно-посадочной полосе. Так, внимание. 1, 2, 3. Аэропорт. О,
с чувством, молодец. 5. 10. О, хорошо идет. 15. 19. Тоже неплохо. Поддержим, тоже неплохой результат. 1, 2, 3. Аэропорт. 5 секунд. 10. Как монотонно-то. 15. Я кофе попил, потом вернусь. 20. 25. 30. Прижал. Дорогие друзья, я думаю, что здесь у нас нет ни проигравших, ни победителей. Правда ведь, да? Да. Они своим участием просто украшают нашу выставку. Наш праздник — это наш общий праздник, потому что это наш общий аэропорт. Ребятишкам Да. нашим, вручаем Ну-ка, похлопаем, похлопаем, похлопаем. детям нашим. Вот такие вот замечательные подарки сегодня вручаются. Молодцы! Хлопаем, хлопаем, хлопаем. Спасибо папам, спасибо. Ну что-нибудь, ну, напоследок что-нибудь скажут, может, да? Может, поздравления? Я люблю аэропорт Якутск. О, хорошо, хорошо. С праздником, любимый аэропорт. О, отлично. Все, провожаем. Девочка, что ты хочешь сказать? Праздником, любимый аэропорт! Молодец, умничка! С праздником! Ой, как папа Богдан! Такой же громкий и веселый. Праздником! 2 года человек, вы что, друзья? И танцуем, да, За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Друзья, давайте поддержим! За окном небо все темнеет, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Вижу отражение твоего лица, ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упасть с ночных небес, скорее тебя обнять. И теперь давайте вот так. Всем танцующим по 500 рублей. Мужчинам по 800. Или можно лениво, да, вот так ставить, да? От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упасть с ночных небес за пеленой другого дня. Но даже время снимаю. Дима, а ты представляешь, какая возможность петь песню, стоя на сцене на взлетном поле? Здорово! Еще раз с праздником! Мы были вот на этой выставке сегодня. Подарок даем или нет? Ну тут уже расходятся, я смотрю, все уже убирают. А вон тележки вот эти. Смотрите, тележки. Памятник Валерию Кузьмину, в честь чего был сегодня этот праздник авиатехники. Флаги.
Так, ну и, конечно, вот квартиры в Санкт-Петербурге от 2 и 2. Так, а здесь... Так, ну давайте посмотрим. Я его еще не снимал никогда. Это СРГ, Коновязь. Ага. И здесь вот так вот узоры, ага. Смотрите, это площадь Валерия Кузьмина, оказывается. Вот это вот площадь. Сейчас я ее покажу вам. Вот она какая. Вот вся площадь. А вот там очередь, видите, там мы заходили. Так, и вот тут сам аэропорт. Аэропорт Якутск. Валерий Кузьмин, легенда якутской авиации. Вот Валерий Кузьмин. Угу, да, и тут везде это, вот это площадь Кузьмина. Кто не знает, вот она, площадь Кузьмина. Здесь парковки у нас. Приезжают такси, машины, и здесь можно выгрузиться. А вот тут это автобус, тут ходит у нас 4-й в город. Дальше. А это гостиница Лайнер, отель. Вот такое большое здание. Видали, да? И здесь, если какие задержки, здесь обычно расселяют. Ага, и там рестораны есть. Это у нас Якутское авиационное училище гражданской авиации. Вот это здание. Угу. Так что, если кто хочет на летчика или кого, вот сюда. Так, ну и мы уже вышли с территории аэропорта. Но здесь вот интересно, да? Стоят вот эти 2 самолета. СССР еще. Аэрофлот. Угу. Сейчас мы их поснимаем. Вот видите, да? Флаг СССР. Так, этот самолет Ан-2.